О своем детстве Сапармурат Ниязов всегда говорил мало и неохотно. Родился в 40-м в Ашхабаде в обычной туркменской семье. Отца не помнил, тот погиб на фронте, а мать и двух братьев потерял во время сильного землетрясения в 48-м году. Когда этот очень длинный день закончился, кончилось мое детство. Это единственная сохранившаяся копия неизвестного фильма о тех ашхабадских событиях. Главный герой – 8-летний мальчик Сапармурат, который чудом выживает и попадает в детский дом. Это было одно из самых страшных землетрясений в истории людей. Из 3 человек погибло 2. Только сейчас режиссер Мурат Алиев решил рассказать то, о чем долго молчал. Туркменскому президенту невымышленная история о самом себе почему-то не понравилась. Все копии были изъяты, а фильм положили на полку. Мне сказали, что президент ушел, не досмотрев фильма. Фильм остановили. И, как сейчас помню, ко мне подошел начальник охраны президента и сказал: что ж ты так не жалеешь нашего президента? Сапармурат Ниязов никогда не скрывал, что рос сиротой, но не любил подробностей. Этого детского дома на окраине Ашхабада уже давно нет, только воспоминания. Из завалов сюда привезли столько детей, что на всех не хватало ни белья, ни кровати. Спали по 2, ели по куску ржаного хлеба в день. Я помню его такой вот стеснительный, там, краешку стоял так всегда, как будто один он там. Пенсионер Джумамурат Киясов в Туркменистане последний раз был лет 15 назад. О том, что свое детдомовское детство он провел вместе с президентом Ниязовым, до сих пор никому не рассказывал. Почти 2 года Сапармурат был его другом. Разговор шло, что нас Россия отправляет так все. И тут Россия для нас тогда в то время понятно было, это вот Сибирь, которая как раз вот тюрьму и, отправляла, раз это Сибирь там, это считалось Россия. Ну, тюрьму пошли вот так вот. И ночью я убежал.